Нагадай свое счастье. Сегодня мы гадаем опять в лесу на очень интересную тему, что будет дальше между вами двумя. Каждый человек, вот, находясь в отношениях, конечно же, думает, а что нас будет дальше связывать, вообще будут ли дальше отношения, особенно если есть сложности. Поэтому давайте, конечно же, посмотрим. Гадать я буду на Таро Crystal Visions. Такая вот интересная колода, вы ее знаете. И у нас с вами, как обычно, 3 позиции. Да? Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Вообще видео, которые записаны вместе силы, они более эффективны на самом деле. Мы посмотрим, что будет дальше между вами. Ну, конечно, сначала мы будем смотреть обзор ваших отношений. Вот. И мы сейчас глянем сначала первая карта. Это как вы воспринимаете ваши отношения с этим человеком. Вот. А потом уже будем раскрывать тему, то есть что будет дальше между вами, да. Итак, проанализируем ваши отношения и что будет дальше между вами. Вот 3 карты, это как вы воспринимаете ваши отношения, да. То есть вот с этого мы всегда начинаем, чтобы вы выбрали по сигнификатору вашу позицию. Итак, 1, 2, 3, те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону, да. Что будет дальше между вами? Анализируем отношения. Итак, как вы воспринимаете ваши отношения? Первая позиция. Карта 13-й аркан, естественно, показывает, что вы считаете отношениям либо конец, вот полностью, да, что все, что обрыв произошел, что вы расстались, что все очень плохо, переломный момент. Либо есть другой вариант, то, что вы воспринимаете ваши отношения как полностью меняющие вашу жизнь, переворачивающие с ног на голову. Мол, была жизнь до и после этих отношений. Вот. 13-й аркан – это кризисные отношения. Вы все равно воспринимаете как некий перелом и кризис, понимаете? То есть те, у кого сейчас все гладко и сладко, наверное, не сюда. Да? Не первая позиция, ошиблись, когда выбирали, потому что на самом деле, вот если мы видим такую карту, все-таки, прощание идет. Какое-то прощание, да, с прошлым, встреча другого будущего. И вообще бывает прощание с человеком, встреча другого человека. Однозначно. Поэтому давайте уже, смотреть. Вот ваш сигнификатор, да, вы воспринимаете отношения по 13-му аркану. Давайте смотреть ваши отношения сегодня и сейчас. Ваши отношения, что он чувствует к вам, что вы чувствуете к нему, что он думает о вас, что вы думаете о нем, что он собирается предпринять. Этот человек, да, это может и женщина быть, что вы собираетесь предпринять, что вас связывает и чем дело кончится. Это вот именно обзор на сегодня, да, что на сегодня у вас. Итак, мы здесь видим, что у этого человека на чувствах 8 кубков. Вот идет как будто бы поиск своего счастья, выход из той ситуации, когда что-то было не так, как будто вот отношения засасывали как болото, и нужно выползти, выйти из этого болота. Человек смотрит куда-то вдаль, в сторону, что это хочет действительно поменять. Может быть, у него и правда дорога. И, соответственно, если, допустим, человек уехал или там куда-то ушел, то по чувствам этот человек говорит так, что наши отношения, в каком-то смысле энергия этих отношений застоялась, но я испытываю чувства. Просто я не вижу сейчас развития, да. И я хочу этого развития, какого бы то ни было вообще в своей жизни. То есть я хочу для себя счастья. На мысах Иерофант говорит о том, что человек чувствует между вами подсознательную духовную связь. Вы для него, может быть, духовный наставник, или он чувствует, что он ваш духовный наставник. И часто по Иерофанту вообще люди бывают женаты, венчаны. Даже так бывает. Соответственно, человек как-то серьезно все равно к вам относится, несмотря на то, что вот как будто куда-то уходит, да. По итогу, вот смотрите, что у него в намерениях. 3 кубков. Намерения говорят о том, что человек хотел бы пообщаться все равно, продолжать между вами взаимодействие, общение. Даже несмотря на застой в отношениях и на то, что что-то так не так, да, вот, но он хотел бы общаться с вами, он хотел бы что-то улучшить, и, может быть, даже новости какие-то от него будут, и подарить подарок, может быть, какой-то.
С вашей стороны на чувствах туз кубков, то есть вы знаете, да, что в отношениях есть кризис, но вы любите этого человека, у вас очень много восторженных чувств к нему. И на мыслях у вас туз пентаклей. Тут тузы показывают, что вы хотите начать с нуля, заново, по-новому, иначе. И, мол, дайте мне шанс. То есть дайте шанс этим отношениям. Я хочу, чтобы у этих отношений был шанс. Дальше, значит, на намерениях дьявол. Вы хотели бы привязать к себе этого человека. Вы хотели бы, чтобы он поддался искушению на связь с вами. Вы хотели бы влечение с ним, да, чтобы увеличить размер влечения, чтобы больше притягивало друг к другу. Между вами колесо, может быть расстояние, а может быть поворот судьбы. Но что-то действительно изменилось. И по итогу девятка мечей, она показывает здесь, что пока депрессия в этих отношениях, люди даже боятся, что вдруг что-то не изменится, ничего не изменить, да. И, конечно, хотелось бы все поменять, но есть явные проблемы какие-то между вами. То есть люди как будто бы здесь тянутся друг к другу, но раз что-то произошло, и вот знаете, как даже боятся, два человека боятся продолжать, вот карта говорит, что а вдруг мы пораним друг друга, да, вот такое чувство. Но на самом деле эти карты, в принципе, говорят, что еще не все как бы потеряно, да, особенно вы очень ждете шанса в этих отношениях. Давайте посмотрим, что будет между вами дальше, что будет происходить-то между вами. Королева Пентаклей. В отношения может вмешиваться какая-то женщина, но со звездой, то есть давать надежду. Это значит, что какая-то женщина может вмешаться в ваши отношения и что-то улучшить. И видите, дальше король кубков. Мол, мужчина с любовью поворачивается лицом, да. Вот если вы особенно на мужчину гадаете, между женщиной и мужчиной появляется звезда и надежда, да. Но это как толчок от каких-то, может быть, даже внешних людей. Ну, то есть там друзья, может быть, что-то подсказывают там или говорят там давайте там вместе посидим, типа, чтобы вас свести. Или, может быть, там родители, да. Дальше рыцарь пентаклей, восьмерка кубков и королева жезлов. Все равно идет момент, что отношения будут идти медленно, слишком медленно. И я все равно вижу, что здесь какая-то женщина присутствует, какая-то хорошая, а какая-то не очень. Королева жезлов очень часто бывает соперницей, но я вижу, что и надежда для отношений есть, чтобы улучшить между вами отношения. Тройка пентаклей, король мечей и двойка жезлов. Возможно, в будущем вы даже будете выбирать между двумя людьми, вот, но идет момент и того, что вот ваш человек, на которого вы гадаете, все равно будет общаться с вами и что-то даже, ну не знаю, предлагать как выход из сложившейся ситуации. То есть, вот, то есть вы не потеряли его, а скорее всего вы должны пообщаться и сделать какие-то выводы и уж дальше решить, вместе вы или не вместе. Плюс вмешательство других людей, положительное, отрицательное, вам нужно учитывать, что люди, они тоже со своей колокольни смотрят. То есть у них-то свои цели в ваших отношениях, да, и свои какие-то задачи, которые им выгодно выполнять, понимаете, о чем я? И каждый свое имеет, да, свои взгляды. Вот. Не ждите прям какого-то даже от друзей там или от родственников идеального отношения, потому что каждый живет своей жизнью. Но я вижу здесь, что еще есть надежда, ну, поговорить, по крайней мере, пообщаться. Но и есть другие люди, которые могут составить конкуренцию, что с его стороны, что с вашей стороны. Ну, вот такая вот у нас самая первая позиция. Убираете карты обратно тоже в колоду. Идем дальше. Позиция номер 2. Как вы воспринимаете эти отношения? Шестерка кубков. Во-первых, эти отношения как будто из прошлого тянутся. Во-вторых, эти отношения для вас романтичные. Эти отношения напоминают, может быть, даже отношения ваших родителей, там, бабушек, дедушек или что-то такое, или какие-то прошлые истории. Также карта показывает, что вы как будто бы этого человека знали всю жизнь, такое ощущение у вас, и что, может быть, даже виделись в прошлых жизнях. Очень нежное такое отношение какое-то идет. То есть вы считаете, это романтичные отношения, вот, и они могут продолжаться.
Но да, это отношения вот как будто как связанные с прошлым. Хорошо, давайте посмотрим, что на сегодня, да, в ваших отношениях с этим человеком. Что он чувствует к вам, что вы чувствуете к нему, что он думает о вас, что вы думаете о нем, что он собирается предпринять, что вы собираетесь предпринять, что вас связывает и чем дело кончится. Ну, смотрите, палка прям не хочет. Смотрите, что говорят карты, что у него к вам на чувствах паж жезлов. Паж жезлов хорошая карта. Она показывает влечение, очень сильное влечение, много огня, и как будто бы человек по вам скучает на самом деле. Он хотел бы, может быть, какого-то шанса на разговор между вами. И дальше каких-то возможностей для отношений, то есть для развития отношений, может быть, еще каких-то, ну, не знаю, там, дополнительных стимулов, шансов, свиданий, разговоров в интернете, в том числе звонков. То есть его влечет к вам явно, у него к вам страсть. На мыслях 9 пентаклей. Возможно, он хотел бы подарить вам какой-то дорогой подарок или даже денег дать, там, я не знаю, если это мужчина. Но женщина может просто подарить дорогой сердцу подарок, а на намерениях иерофант. Иерофант показывает, что у этого человека к вам очень серьезные намерения продолжать либо брачные отношения, если они брачные, либо просто улучшить отношения и сделать их серьезными. Понимаете, у него к вам, у этого человека серьезные намерения. У вас на чувствах повешены. Это говорит о том, что вы, возможно, считаете, что слишком много жертвуете ради этих отношений, что отношения иногда подвисают вот в этой ситуации, да, в одной и той же. И вас это не совсем может устраивать, вот, но на мыслях туз мечей поговорить, принять какое-то серьезное решение касательно этих отношений. Вы бы хотели обновления и прорыва в этих отношениях. И на намерениях 10 пентаклей. Это говорит о том, что у вас тоже серьезное намерение к этому человеку. И вы бы хотели с ним, ну не знаю, вот он семью, вы семью, вот такое чувство, что жить в семье с этим человеком. Между вами паж пентаклей, общение, разговоры, подарки, новости какие-то грядут. И может быть такое, что раз паж пентаклей, да, то даже может быть ребенок общий, но также может быть появление в будущем общих детей. Или, вот я говорю, общение, новости, сообщения, подарки, свидания. Вот. И по итогу 4 кубков. Вот что-то немножечко как будто то ли застаивается, то ли скучновато, как будто мало внимания. Может быть, этот человек будет много работать. Вот в ближайшее время как мало внимания уделяет. Может, вы из-за этого и чувствуете себя в повешенном, да? Вот. Но вы же и по 6 кубков считаете, что это хорошие отношения. Что вас будет связывать в ближайшем будущем? Какое будущее этих отношений? 4 жезлов. Все-таки человек вот к вам как бы тянется по-серьезному. Видите, король кубков, любовь, да? Большая любовь и умеренность. Исцеление этих отношений будет, но и медленное продвижение, да? 2 пентаклей, суд и 9 мечей показывают, что в этих отношениях идет реабилитация, идет улучшение взаимосвязи, и даже флирт и игра в будущем после этого, после того, как они как-то вот, ну, исцелятся, будут медленно продвигаться, но исцеляться, да, придет стабильная ситуация, потом игра, вот, и реабилитация после какого-то депрессивного состояния. Видите, 9 мечей, она исцеляется картой суд. То есть в этих отношениях было какое-то удрученное состояние, но оно будет исцелено, понимаете? Падает королева кубков, женщина, которая нуждается в любви. 5 мечей показывает, что между вами могут быть конфликты из-за какой-то дамы, которая нуждается в любви. Но по итогу 10 кубков говорит о том, что нет, вы все равно будете вместе именно в серьезных отношениях с этим человеком. Да, может кто-то себя чувствовать раненым, может кто-то конкурировать с вами, и злиться, и нуждаться в вашем же человеке. Но это ничего не значит. Это все равно карты показывают, что вы будете вместе с человеком, которого вы загадали. И в ближайшее будущее, да, может быть, и медленно будут развиваться отношения, но потом будет улучшение, исцеление, реабилитация. И, соответственно, будет у вас как бы серьезное отношение, семья, вы будете вместе. Так что переживать вам не о чем. Ну, вот такая у нас 2 позиция.
вторая позиция. Так, я убираю карты обратно в колоду. Третья позиция. Как вы воспринимаете, да, ваши отношения, паш мечей? Как отношения людей, которые постоянно ссорятся, в конфликте находятся. Понимаете, тут вот как бы карта такая, она показывает отношения с человеком сложным, человеком, который постоянно ругается, там, ссорится, непримиримый характер, колючий, критикует, может быть, вот так. И также эта карта, она показывает, что вы никак не можете договориться друг с другом, остро друг друга воспринимаете, постоянно все в штыки на ножах, да, подозрения друг к другу, недоверие друг к другу. И вы так и воспринимаете вот эти отношения, что это отношения людей, которые не доверяют друг другу, или отношения с сложным человеком. Вот. Может, даже с энергетическим вампиром. Хорошо. Или с человеком, у которого очень сложная судьба сложилась в жизни, вот с прошлым, да. Давайте посмотрим теперь ваши отношения на сегодняшний день. Что он чувствует к вам, что вы чувствуете к нему, что он думает о вас, что вы думаете о нем, что он собирается предпринять, что вы собираетесь предпринять. Вот даже 2 карты выпало случайно, я их так и оставлю. Что связывает вас и чем дело кончится. Ага. Карты здесь показывают, что этот человек испытывает к вам сильное влечение, притяжение и страсть. То есть по дьяволу на чувствах всегда мы знаем, что человек зависим, что у человека психологическая зависимость, губительная привязанность, роковое влечение. Человек как будто не может не думать о вас, не чувствовать вас и постоянно поддается искушению. Но на мыслях у него идет 5 кубков. Этот человек очень печален, разочарован, испытывает, возможно, перед вами чувство вины, раскаяния за что-то. На намерениях неизвестная карта. Она показывает, что человек этот на самом деле хотел бы погадать на вас. Вот реально это так. Просто так эта карта вообще никогда не падает. Он хотел бы навести о вас справки, что-то узнать о вас. Может, даже камеру наблюдения поставить или прослушку. Вам нужно это учитывать, что раз он так привязан. Вот. И карта говорит о том, что именно справки навести или погадать, но не действовать нормально. То есть ему нужно о вас информацию, вот как можно больше справок навести, потому что он вам не доверяет. Но в то же время испытывать от вас большую зависимость. У вас на чувства к этому человеку 6 кубков. Вы испытываете к нему очень сильное тоже притяжение. Он как будто напоминает вам кого-то из прошлого, или вам кажется, что вы связаны с судьбой из прошлых жизней. На мыслях у вас 10 кубков. Вы хотели бы с ним семью, возможно, да? Ну, какие-то серьезные отношения, гармоничные отношения, примирение, улучшение, да? А на намерениях у вас шут и 5 жезлов. Устроить глупый, опять же, или скандал, или глупую ссору. Поэтому думайте, ругаться с ним не надо. А вы собираетесь как будто опять наткнуться на какой-то скандал или на безумный какой-то глупый поступок, который приведет к скандалу. Вот. У вас что-то мир не берет с этим человеком, никак не берет мир. И в этом проблема. Между вами император. Это говорит о том, что либо какой-то мужчина с вашей стороны, если вы женщина, вмешивается в отношения, либо вы, если мужчина, у вас есть соперник. Вот. И вообще стоит между вами мужская энергия. То есть очень сильная такая властная энергия. Один пытается давить другого, да. По итогу стоит суд. Суд показывает, что и, возможно, здесь реабилитация отношений. Но и указание есть, что это отношения действительно кармические, судьбоносные, да. Но исцеление отношений и реабилитация возможны. Хорошо, давайте посмотрим. А что вас будет связывать в ближайшем будущем, а что у вас будет в отношениях друг с другом. Давайте смотреть. Я вижу здесь 4 жезлов. Человек будет тянуться к вам, вы будете общаться. Рыцарь кубков, ждите каких-то признаний в любви, свиданий, подарков. Человек буквально дарит вам свои чувства. И 10 пентаклей.
которая показывает, что человек будет более серьезно к вам относиться в ближайшем будущем, и могут даже решаться какие-то жилищно-имущественные проблемы между вами, или даже, может быть, совместное проживание между вами. Дальше, значит, мы видим дьявола опять. Здесь темная энергия явно присутствует в отношениях, и шестерка мечей, очень хочется избавиться от этой темной энергии, от этой губительной страсти. И король кубков. Этот человек явно испытывает к вам большие чувства и будет испытывать в ближайшем будущем. Он к вам со всей страстью, и, возможно, между вами какая-то дорога будет, дорога или путешествие в скором времени. И видите, солнце все проясняется, и девятка мечей, избавляйтесь от депрессии в отношениях с помощью солнца. Королева кубков, у вас может быть соперница в будущем, если вы женщина. Видите, две королевы, королева кубков, королева мечей. Может кто-то вмешиваться в отношения, но исцеляется депрессия этих отношений, отчаяние уйдет. Вы можете быть с ним в очень сильных, серьезных отношениях, любовь. Поэтому избавляйтесь от любого соперничества, просто будьте лучше, как говорится, да, и все будет у вас хорошо, я вас уверяю. Ну вот такая вот у нас была третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Вот такое место силы сегодня. Пишите, срезонировал ли расклад на отношения. Ставьте лайки. Жду от вас поддержки канала, донатов. Вы всегда, кто помогает, знаете, что помогаете моему отцу и вообще каналу. И всем пока и до новых встреч. Я вас всех люблю.